Друзья, я всех приветствую, ассаляму алейкум, меня зовут Артем, и я продолжаю рассказывать и показывать вам про замечательную гостеприимную республику Ингушетия, в которой я нахожусь. И в этом выпуске я покажу вам солнечный город Магас, который является столицей республики. Поэтому, если интересно, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, поддержите меня лайком и делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях от увиденного. В этом 2024 году столица Республики Ингушетия будет праздновать свое 30-летие, потому что ровно 30 лет назад здесь был заложен первый камень героем Советского Союза и первым президентом Республики Ингушетия Русланом Султановичем Аушевым. Вот этот камень, давайте я вам его покажу. Здесь будет построена столица Республики Ингушетия. 23 февраля 1994 года заложен первый камень строительства города Магас. Это и есть тот самый первый камень. Это символичная дата, потому что именно 23 февраля 1944 года, ровно 80 лет назад, был с этих земель депортирован ингушский народ. Хочу отметить, что Магас могли назвать не Магасом, а Ангуштом. И, по-моему, Малх, солнце переводится с ингушского языка. И вот Магас предложил как раз-таки такое название, ушедший уже из жизни, Нурдин Кадзоев. У меня был с ним прямой эфир. Удалось мне пообщаться с ним при жизни, царство ему небесное. Замечательный был человек, историк, который увлекался и в деталях изучал историю Ингушетии, распространял ее, написал много книг. И вот его название все-таки Руслан Султанович Аушев выбрал и одобрил. Ангушт называть было это место неправильно, потому что Ангушт он есть. Все дело в том, что когда ингушей депортировали, в феврале 1944 года, эти земли были незаконно переданы в состав Северной Осетии, Северо-Осетинской ССР того времени. И после возвращения ингушей на эти земли им их не вернули. Вот этот город, точнее селение Ангушт, сегодня носит название Тарское, находится как раз-таки на исконно исторических землях ингушей в составе уже сегодняшней Северной Осетии. И вот по закону о реабилитации репрессированных народов эти земли должны вернуться обратно ингушам. Ну, дай бог вернуться. И, пожалуй, я начну с первой достопримечательности. Здесь на 20-летие города Магаса был открыт сквер и памятник кавказоведу, историку Крупнову Евгению Игнатьевичу. Благодаря его работам, в принципе, я узнал многое про республику Ингушетию. И этот памятник открывал бывший премьер-министр Республики Ингушетия Абубукар Мальсагов. Именно он здесь разрезал ленточку. Я этого замечательного человека знаю лично и был у него много раз в гостях. Так вот, хочу процитировать слова Абубукара Мальсагова, бывшего премьер-министра Республики Ингушетия, который открывал этот замечательный сквер и памятник Крупнову. Сегодня мы открываем памятник поистине другу ингушского народа. Это наша дань уважения его заслугам. Так мы сохраним память о нем для последующих поколений. Конец цитаты. Также на открытии этого замечательного памятника и сквера был внук Дмитрий Крупнов, который тоже решил сказать и поблагодарить, сказать слова и поблагодарить ингушей за этот памятник и за сквер в столице республики. Цитирую. «Я знаю ингушей как скромных, вежливых, внимательных к мелочам, как людей, уважительно относящихся к старикам. Спасибо всем, кто приложил руку в открытии памятника и всем, кто сегодня сюда пришел в знак уважения к дедушке». Конец цитаты.
Столицу Республики Ингушетия я снимал чаще летом, зимой ни разу не снимал. Здесь, кстати, на днях выпало большое количество снега. Для этих краев снег – целое настоящее событие, особенно для детей. Теперь все стало таять, и посмотрите, на ветках теперь наледь. Нужно быть осторожным, иначе если вот это упадет на голову, будет очень больно. Коммунальным службам большой привет. Столица Республики Ингушетия. Так, здесь по самой центральной улице имени Зязикова есть вот такая красивая аллея с елками. Находится почти пятизвездочный отель. Если вы захотите с комфортом остановиться в Республике Ингушетия, называется он Артист Плаза. Цены можете посмотреть на сайте, сколько здесь что стоит. Через дорогу находится один из корпусов Ингушского государственного университета. Здесь учатся не только жители Республики Ингушетия, но также, вот насколько мне стало известно, люди, студенты, которые приехали сюда из Индии. И мы вместе встречали новый 2024 год на центральной площади, куда я сейчас направляюсь. Красивое же здание, вот посмотрите, современное. Магас вообще современный город. Кстати, столица Республики Ингушетия является самой молодой столицей в России. Потому что, можно так сказать, относительно недавно ее здесь и построили. Она развивается. Здесь проживает теперь около 17 тысяч человек по своим национальностям. В основном ингуши, но теперь здесь живут и русские. А вот как раз-таки ребята из Индии, про которые я вам говорил. Они студенты, учатся на меди. Да. Я сегодня не один, я с Русланом, как всегда. Вот. И подписчики меня узнают. Но тонированные окна, тяжело, поэтому... популярно, да? Да, тяжело. Мне эта популярность мешает. Шучу, конечно. Мне, конечно, приятно, но когда начинаешь так останавливаться, со всеми общаться, не успеваешь снимать. А солнце уже заходит, а хочется вам побольше всего показать. Кстати, столица республики может похвастаться вот такими остановками, как в Дубае, но не может похвастаться хорошим общественным транспортом, потому что он выглядит примерно вот так, обычные газели. Когда можно пустить здесь по всей республике, например, электробусы, как в Москве. А почему нет? Да, правда, остановки за несколько лет немножечко подпортились. Флаг Палестины снова узнали. Да, ингуши поддерживают свой братский народ по религии палестинцев. И многих беженцев здесь встретили, поддержали, разместили. Ситуация сейчас нелегкая на Ближнем Востоке. Я много раз в своих других видео вам рассказывал, что ингуши очень гостеприимный народ. И самое главное, они за дружбу народов. И вот, к примеру, здесь почти в самом центре находится аллея имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь такая вот арка. Вход в аллею, есть два флага, вот там вдали, ингушский и чеченский. Так, девушек я стараюсь не снимать, потому что местные парни, да, будут возмущаться. Это не специально, поэтому я извиняюсь сразу. И вот здесь очень много всегда тусуется молодежи, потому что можно выпить кофе с собой. Я знаю, что Руслан был бы сейчас не против выпить кофе, он тут замерзает. Хочешь кофе? Нет. Не хочет. На каждом шагу стоят вот такие автоматы. Руслан уже где только эту грушу не бил, да, с грушей. Но мы все денежки отдали таксисту. Кстати, вот нас довозил таксист, и он рассказал свою грустную историю, что живет он в вагончике, что он является ветераном афганской, да, войны, он сказал? Да, афганской войны. У него 3 дочери, сыновей нет, помочь вот некому. Кому он только не стучался, кому он только не писал, никто помогать не хочет. Жалко стало
мужчину. И вот таких вот на самом деле людей здесь, проживающих в Республике Ингушетия, очень-очень много. И здесь очень много несправедливости. Именно поэтому я принял решение на своем канале сделать отдельную ветку про Республику Ингушетия. Потому что я, если честно, много где был, и в России, и за границей, но столько несправедливости к народу ни к одному не видел. Вот серьезно говорю, как есть. Ингуши нуждаются во внимании. Поэтому я говорю. И, в принципе, местные жители меня здесь поддерживают. Ну а так в основном здесь выглядят дома, где проживают магасцы, именно так здесь называют жителей столицы Ингушетии. Очень чистый, ухоженный город. Везде вот плиточка, пожалуйста. Не будем обращать на то, что растаял снег, и вот есть небольшая грязь. Ну, извините, это во всех городах России, без этого никуда. А так мусора здесь нет. Ну вот, давайте заглянем в один двор, который огорожен, как прям в Краснодаре. Сюда кто угодно не сможет заехать. Вот, все выложено плиточкой. Добротные такие качественные дома. Стоят камеры, вот вижу, установлены камеры. Ну и здесь во дворе сосны растут, сосновая небольшая аллея, там детская площадка, ну и машины. Уютно, комфортно, душевно, красиво. А на противоположной стороне от аллеи имени Ахмата Кадырова находится другая аллея, аллея спортивной славы. Здесь вот изображен флаг Российской Федерации, это наш триколор, и красивый флаг Республики Ингушетия. Он, кстати, очень яркий и узнаваемый. Здесь тоже, можно сказать, молодежная аллея, потому что рядом находится один из корпусов Ингушского государственного университета. Вы его можете увидеть, вот там, видите, вдали купол. В необычном таком исполнении построили здесь его. Так, а вот здесь вот отпечатки рук как раз-таки олимпийского, пожалуйста, чемпиона по греко-римской борьбе Мусы Евлоева. Ну, это он же посадил, наверное. Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халамурзаев. У меня с ним на канале есть интервью. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Павел Пенигин. Написано что-то Саха. Да. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Алексея Касатанова. Ну, в общем, здесь много, можно, да, бесконечно. Да, Русик, не убирай. А то мы... Весь выпуск у нас я буду посвящать как раз-таки чемпионам нашим олимпийским. Ну, последний, да, здесь что видно. Олимпийский чемпион по дзюдо Гамба. Энис, да? Энис, как правильно. Можете написать в комментариях. Вот поэтому так и называется аллея. Как вы могли уже догадаться, здесь, в столице Республики Ингушетия, в городе Магасе, находятся все административные здания республики. И вот, к примеру, у них есть своя национальная телерадиокомпания, которая так и называется «Ингушетия». И вот из этого здания местные журналисты, корреспонденты вещают о жизни в республике, поднимают разные вопросы. Здесь же проходят различные съемки, и я участвовал, помню, в «Доброе утро, Ингушетия», и меня приглашали сюда на радио. Всем сотрудникам, работникам национальной телерадиокомпании «Ингушетия» большой от меня салам, привет. А вот мой любимый дом, который я называю «Шоколадка». И если бы я покупал квартиру в Республике Ингушетия, то точно бы купил где-нибудь здесь в Магасе, в этом доме. Но здесь квартира стоит столько много денег, что на эти деньги можно купить целых 2 квартиры в Краснодаре, я без преувеличения. Так как у ингушей очень мало земли, у них здесь цены растут не по годам и даже уже не по месяцам, а по часам. Дорого очень, очень дорого. Покажу вам некоторые административные здания в Республике Ингушетия. Вот в этом красивом, в ингушском стиле здании находится правительство Республики Ингушетия.
рядышком, вон там вдали, расположилась резиденция главы Республики Ингушетия Калиматова. Именно оттуда принимаются все самые важные решения, которые касаются жизни, быта и разных других вопросов республики. А вот здесь находится Народное собрание Республики Ингушетия. И, на мой взгляд, здесь было бы хорошо разместить совет тейпов. Это и есть Народное собрание Республики Ингушетия. Ну, это мое мнение, сугубо личное. Потому что совет тейпов состоит из уважаемых старейшин Республики Ингушетия, из представителя каждого тейпа. И они знают о своих проблемах, о проблемах своего народа, и могли бы здесь о них рассказывать. Да, это мне все сигналят, узнают. Всем привет передаю, большой салам. Кто будет смотреть этот выпуск. Да, в Ингушетии постоянная вечная стройка. Здесь, вот за этим заборчиком около башни Согласия на площади Алании, строится подземный торговый центр, который будет напоминать, ну, такой вот охотный ряд в городе Москва. Это здорово. Ингушетия развивается, растет. Правда, вместе с развитием Ингушетии и цены растут на жилье, и на землю. Что не есть хорошо. Ну а мы сейчас с Русиком направляемся к одной новой достопримечательности, которую недавно здесь построили. А вот что это за достопримечательность? Смотрите это видео, не мотайте, поддержите меня лайком и подписывайтесь на мой канал. Мой канал про путешествия и жизнь тех мест, которые я посещаю. Мы тут с Русиком блуждаем, не можем попасть к той самой достопримечательности. Там просто идет стройка, все перегорожено. Здесь, тоже идет стройка, перегорожена. Дорога превратилась в кашу. Все стало таять. Морозы ушли. Здесь были морозы до минус 15. И вот как-то нужно по вот этой дороге пройти к этой достопримечательности. Неудобно. Неудобно пока что. Ну, достроят, я думаю, инфраструктуру будут развивать и, соответственно, к этой достопримечательности проложат тропинки, дорожки, и к ней будет легче попасть. Если вы захотите посетить эту достопримечательность, а какую чуть позже скажу, то вам нужно от башни Согласия идти по аллее прямо, вот получается, как вы видите, в сторону строек. Кстати, красивый закат. Солнце заходит за горизонт, поэтому я так тороплюсь снять, потому что солнце зайдет и все. Уже будет не так красиво, не так понятно. Да, стройка здесь идет полным ходом, видите, строительные материалы, но плиточку уже положили. Правда, мы с Русиком уже преодолели такой недостроившийся без плиточки участок. Слава богу, что грязь подморозила вот эту. Даже есть многофункциональный туалет. Да, многофункциональный. Про тот деревянный, что ли? Да. Очень много функциональный. У меня уже рот замерз говорить. Да, вот устанавливают столбики в виде стрелы для лука. Работают над освещением ребята. И вот по такой вот дорожке мы сейчас с Русиком дойдем до еще одной достопримечательности Республики Ингушетия и города Магаса. Синоним Ингушетии — это стройка. Ну, в принципе, ингуши на Кавказе всегда славились своими зодчими, которые строили многим кавказским народам величественные башни. Например, осетинам, чеченцам, грузинам. Я, например, знаю такого зодчего, Янт его зовут. А Арсамак Евлоев, тоже вам рассказывал в некоторых выпусках, как раз-таки строил башни, помогал их делать в Осетии. Но кто-то это постоянно отрицает и не хочет признавать. Хотя
Нужно просто сказать спасибо. Это же история. Зачем разделяться и отдаляться друг от друга? Ну что, вот она, та самая достопримечательность. Приближаемся к ней. Это гигантский меч. Ну, либо кинжал. Я обязательно сюда вернусь, когда все достроят. Все тропинки, дорожки. Откроют здесь кафешку на берегу реки Сунжи, которая здесь протекает в городе Магасе. Когда здесь загорятся огни вот на этих столбах, думаю, будет уже эффект другой и красивее. Здесь будет, я так вижу, сквер, да. Это сразу за диспансером. Здесь находится Поэтому диспансер. мы не смогли пройти, он еще не открыт. А, вон оно что. Ну, фотографии появились, я решил просто прийти. А еще как нам пустили? Ну как нас не пустят? Запустят. Мы объясним, кто я такой и с какой целью. Ну, со стороны выглядит красиво, да. Еще так на закате. Неплохо. Я, если честно, не могу сейчас говорить, в честь чего это установлено и что это обозначает. Некоторые местные жители раскритиковали эту достопримечательность, сказали, что два куска железа типа небрежно спаянные. Но я не вижу здесь небрежности. По-моему, красиво. Даже вживую лучше выглядит, чем на фотографиях. А там, на самом верху этого меча, красуется ингушский солярный знак вечного движения. Я думаю, что вот на этих камнях тоже будут чьи-то имена, возможно, героев России, да, именно ингушей по своей национальности. Возможно, здесь будут выбиты имена людей, которые чем-то помогли Республике Ингушетия. Ну, думаю, интересно все сделают. После того, как я обошел этот объект вокруг, я с Русланом сделал вывод, что это не просто кинжал, который установили посередине монумента, а в будущем это будет грациозным фонтаном. Скорее всего, его откроют ближе к лету. На самом деле, очень интересная задумка. Но это была новая достопримечательность и Магас зимой. Ну а вы обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски, а также поддержите мой канал лайком и делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. Меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске. Берегите себя.